Ржавые автомобили и строительный мусор вместо живописного вида из окна. Жители новостроек в центре Сыктывкара вынуждены терпеть соседство с настоящим кладбищем старых автомобилей. На их и без того маленькой парковке некий предприимчивый делец поселил свой автохлам из более 20 машин. В ситуации разбиралась Ксения Лосева. Советский УАЗик, черная «Волга» и даже заграничный джип. Предприимчивый сыктывкарец решил организовать автобизнес прямо во дворе многоквартирного дома, на глазах у своих соседей. И все бы ничего, только вот экземпляры коллекции из 20 машин совсем не похожи на роскошный раритет. Побитые, со спущенными колесами и вмятинами. Здесь везде разбитые автомобильные стекла. Разлитые вот эти горючие смазочные материалы по всем дорогам. Вот. Ну, соответственно, беспокоюсь за своего ребенка, потому что тут и разбиты окна, и машины открыты, поэтому можно пораниться. И происходит у нас этот беспорядок, потому что весь мусор, все доски, соответственно, они разбросаны прямо по дороге. У нас вот здесь есть 3 дома, которые в ряд стоят. 180 квартир в одном доме, 180 в другом доме. Соответственно, свои машины ставить некуда. Почему мы еще должны чужие машины у себя хранить и хоронить еще? Вот эти вот бревна, какие-то непонятные баннеры, все что угодно наброшено. Это все очень некрасиво. Это вот просто идешь и расстраиваешься. И это, ты видишь это каждый день. То есть это нарушает, а это центр города, нарушает его красивый облик, за что мы всегда боремся и хотим, чтобы наш город выглядел красиво. Договориться с соседом-автолюбителем по-хорошему у жильцов не получается. Убрать автохлам с общей территории мужчина категорически отказывается, да и хобби не бросает. На стоянке то и дело появляются новые побитые четырехколесные. Неразивый сосед утверждает, металлолом не его. Управу на него найти не может и мэрия, ведь по факту имущество просто мирно стоит во дворе, да и по документам хозяева разные. Когда поступило сейчас очередное обращение, мы созванивались с этим владельцем этого дома, Сипенко 23, и дали ему время до конца декабря эвакуировать свои транспортные средства и привести земельный участок в надлежащий вид. В случае, если он по истечении того времени не приведет в нормативное состояние земельный участок, мы, как со стороны управления ЖКХ, рассмотрим вопрос об установке дорожных знаков на участке улично-дорожной сети по улице Осипенко, запрещающих стоянку транспортных средств в ночное время. Мэрия рассматривает разные варианты выхода из частной истории. Есть свои предложения и у жильцов. В том, что в их дворе под конец года случится новогоднее чудо, они, конечно, верят с трудом, но сдаваться не планируют. Тем более впереди зима, и чистить снег с таким обилием автохлама просто невозможно. Ксения Лосева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.